أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану Тааля, обращаясь к нам в Коране, говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Лакад джа'акум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма ганиттум, харисун алейкум бил му'минина рауфур рахим. Фаин таваллау факул хасби Аллаху ла илаха илляху, алейхи таваккальту ва хуа раббул аршил азим». Не спаслал вам из вашей среды такого же человека посланником, который вам доведет мои слова, говорит Аллах, который будет ратовать за вас передо мной. И скажи, если что-то тебя постигнет, скажи: я полагаюсь только на Аллаха. Он властитель небес и арша, Он властитель всего. К Нему я прибегаю, и у Него ищу защиты. Мухаммад, саллаллаху салям, был послан нам как радость для миров, как милость для миров. Баширам ва надирам, то есть радующим раем и предупреждающим об аде. Назирун, газизун, то есть Он единственный. Когда спросили Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, с какого времени, о посланник Аллаха, ты являешься посланником и пророком, он говорит: с того времени, с тех пор, когда еще Адам лежал между почвой и водой. То есть еще его тело не было, и то, что будет сделано, та субстанция, из чего будет сделано тело Адама, алейхиссалям, еще не было смешано с водой, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи Аллаху. И первое, что Аллах сотворил, нурий, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи. Он был задействован созданием, творением моего света. То есть из своего божественного света Аллах Субхану Тааля сотворил божественный свет нур Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И все нуры, все души, которые присутствуют в уверовавших му'минах, мусульманах, это продолжение нура Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субхану Тааля, Он возвысил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И сказав в Коране: «Ман ютигир расуль факад ата Аллаха», и тот, кто подчиняется, тот, кто совершает итагат моему посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, тот совершил итагат, подчинился Аллаху. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже вторя этому говорит: тот, кто подчинился, юти'и факада ата Аллах. То есть тот, кто подчинился мне, он подчинился Аллаху. Уаман асани факада аса Аллах. Хадис: тот, кто отвернулся от меня, тот, кто не почитает меня, тот не почитает и Аллаха. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Аллах возлюбил меня и сделал меня хабибуллахом, то есть нужно представить, что Аллах избрал своим другом, халилуллахом, Ибрахима, алейхиссалям. С Мусой он разговаривал, и ему дал имя Калимуллах. И с Иисусом Аллах Субхану Тааля совершил то же самое, что совершил с Адамом. Он вдунул в него из своего духа, «Ванафахна мин рухина», то есть создание, сотворение Иса, алейхиссалям, то же самое, как сотворение Адама, алейхиссалям, говорит Аллах Субхану Тааля. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был избран как любимец, как любимый, хабибуллах.
И можем мы разговаривать с кем угодно, но любовь в сердце будет заполнена полностью светом любви к своему любимому. И можем мы хранить в душе родственные отношения, духовные отношения, но любовь будет заполнять все наше существо. Если человек уже такой, то что можно сказать об Аллахе? То есть Аллах Субхану ва Тааля действительно ставит на первое место своего любимца, Хабибуллах. Хотя он и избрал другом Ибрахим, алейхиссалям, он разговаривал с Мусой, алейхиссалям, но все то, что было, он всю свою любовь ниспослал Мухаммаду, алейхиссалям. И из-за того, что он просил Аллаха, когда даже при рождении он просил: «О Аллах, прости мою умму, не ввергай мою умму в ад, еще будучи ребенком, новорожденным ребенком», и просил до своей кончины, даже последние дни, последние секунды своего существования, он спрашивал сахабов: «Как там моя умма?» Мухаммад, саллаллаху всегда заботился о своей умме. Из-за этого умма Мухаммада, первая умма, которая войдет в рай после Мухаммада, саллаллаху джаннат, рай, говорит, всегда возглашает, говорит, что я открою врата свои только для Мухаммада первым. До Мухаммада никто не сможет войти в рай. После этого войдет его умма, и после этого все остальные уммы войдут в рай. Аллах Субхану ва Тааля так нам определил. Мухаммад, саллаллаху родился в месяц Рабиуль Ауаль. Мы сейчас, сегодня находимся в месяце Рабиуль Ауаль. И ушел из этого мира тоже в месяц Рабиуль Ауаль. Когда Мухаммада, саллаллаху спросили: «А почему ты, о посланник, держишь уразу, пост в понедельник? Скажи нам, расскажи, открой нам секрет». Мухаммад, саллаллаху сказал, что в этот день я родился. Аллах привел меня в этот день на землю в телесном, физическом состоянии. То есть я, будучи нуром, божественным светом, я был изначальным посланником, пророком Аллаха, но в телесном, материальном виде я завершающий цепочку пророков и посланников. И из-за этого, благодаря Аллаху, обращаясь с благодарностью к Аллаху, я держу уразу, совершаю пост, говорит Мухаммад, саллаллаху. Когда спрашивают, что почему же мы в месяце Рабиуль Ауаль возвеличиваем пророка Мухаммада, саллаллаху, да, действительно, возвеличиваем. Некоторые говорят, нельзя говорить такие слова, потому что возвеличивать можно только Аллаха. Но когда Аллах говорит: «Куль ин кунтум тухиббун Аллах, фаттабигуни, юхбибукум Аллах, ва ягфир лакум зунубакум». И скажи, о Мухаммад, своей умме, если они хотят, чтобы Аллах их полюбил, и чтобы у них в сердцах раскрылась любовь к Аллаху, скажи: следуйте за мной. Скажи им, объясни, «Ман ютигир расуль факад ата Аллах», что тот, который подчиняется пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, он подчинился Аллаху. «Уаман аса», и кто отвернулся, он отвернулся от Аллаха. Да, мы его возвеличиваем, но не на уровне Аллаха. Мы его не обожествляем, но всегда вспоминаем с радостью: если бы не было Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что бы с нами произошло? Кем бы мы были? Мы счастливая умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы следуем за ним, придерживаемся его сунны и всегда с радостью всегда поминаем Аллаха и вслед за ним поминаем и Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Даже Адам, алейхиссалям, когда просил прощения, 200 лет он плакал, и его прощение, истигфар, не был принят. Но в последний раз он, когда проговорил: «О Аллах, ради твоего посланника, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, бихурмати Мухаммадин, алейхиссалям, прости меня,
Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я прощаю тебя. Откуда ты узнал? Когда ты вдохнул в меня жизнь, душу, говорит Адам, алейхиссалям, открыв глаза, я первым увидел, что на гарше, под гаршем написано «Ла иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». И когда я вошел в рай, везде я видел таблички, везде было написано «Ла иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». И я понял, что если с Аллахом, вместе с именем Аллаха, с поминанием Аллаха стоит еще чье-то имя, значит, это величайший человек, величайший его любимец. И я обращаюсь к тебе ради бихурмати этого посланника твоего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Адам, алейхиссалям. Если уже так, если Аллах Субхану ва Тааля в одном из кудси хадисов говорит, что «Лауляк, лауляк, ма халактуль афляк», если бы не ты, о мой любимый пророк Мухаммад Мустафа, алейхи афдалус салату ва тахият, я бы не создал эти миры, я бы не создал 18 тысяч миров, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И мы тоже в месяц Рабиуль Ауаль всегда возносим салаваты. Салават что это такое? Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Аллах Субхану ва Тааля сам и его ангелы бесперестанно возносят салаваты и приветствия Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. О, те, которые уверовали, не забывайте, пусть на вашем языке всегда будут салаваты и приветствия пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Произносите, не жалейте свои языки, не жалейте свои поминания. Вспоминайте, благословляйте, просите прощения и обращайтесь с шафаатом. То есть обращайтесь для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля обратил свой лик к шафаату Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что моя умма счастливейшая умма. Все они попадут в рай, кроме мунафиков. Мунафики – это те, которые языками говорят, что они мусульмане, но в сердцах у них пустота, темнота, они не верят в Аллаха. И они, кроме них, все остальные мусульмане, будучи даже наказанными за какие-то свои грехи, никого не останется в аду, они все войдут в рай. Иншааллаху тааля. Аллах так обещает. Из-за этого праздник Мавлид, день рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, некоторым это, конечно, подействует на нервы. Как же Мавлид, это все бидгат. Как же, во время сахабов не было. У сахабов каждодневно был Мавлид. Они встречались с ним. Они, увидя его, благословляли. Они каждый день присутствовали на празднике рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Праздник созерцания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Так не можем ли мы раз в год собраться вместе и вспоминать его внешность, следовать его сунне, объяснять его внешность, объяснять, рассказывать про него истории? Не можем ли мы собираться? Некоторые говорят, что нужно в любое время, в другое время. Зачем обязательно в Рабиуль Ауаль? Но, извините, все виды поклонения и зикры, и тасбихи определены в определенное время. وَإِذْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Зикр совершайте, когда заканчиваются намазы. Читайте Коран после намазов. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Совершайте много зикров. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Тасбихи совершайте утром, по утрам и по вечерам. Пятикратный намаз – точно определенное время. Саум, ураза, пост – точно в определенное время. Хадж – точно в определенное время. Получение знаний – точно в определенное время. Все определено. Поминание, благословение Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, приветствие. Если мы соберемся все вместе в одно время, и Аллах Субхану ва Тааля воспринимает от джамаата,
если мы с джамаатом будем благословлять Мухаммада, саллиллаху алейхи, слушать про него истории, рассказывать, читать Коран и плакать, так же, как и сахабы. И из-за этого у нас в сердцах вырастет любовь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи, к его сунне, к религии Аллаха, потому что он тот, который прожил религию Аллаха своей жизнью. Он тот, который был любимцем Аллаха. Иншаллах, сегодня мы проживаем месяц Рабиуль-Ауаль, и с 28 октября, с ночи на 29 октября, будет действительно то время, которое называется 12 Рабиуль-Ауаль. Весь мир, все мусульмане начинают почитать Мухаммада, саллиллаху алейхи, рассказывать о нем, благословлять его, совершать салаваты, читать Коран и радоваться тому, что они умма Мухаммада. Мы тоже все присоединимся к джамаату, к умме Мухаммада, саллиллаху алейхи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.